Bizim muhbirimiz Elvina Hanımға teşekkürlerimizni bildiremiz. Ruhiyat hakkında rubrikаны seyrettik ve endi mana endi anlağanыңыз gibi Fatime'nin yan-yana oturamız. Demek studiyamızda musafirler var. Geliniz onlarla tanış olayıq. Evet dostlar ve yayınımızın başında yakın arada da sizge ayttık bilgenimiz gibi noyabr 4 günü bütün Rusya meraklı bir bayramını tantanalı şekilde kaydedecek. Yani halklarının birdemlik konu ve şu cümleden elbette yarımadamızda birçok merasimler olup geçecek ve onlar arasında da meraklı bir festival ve şu festival Halklar Dostluk Evi tarafından hazırlanılan. Demek onun incelikleri, onun hususiyetleri hakkında ve nasıldır bu festival? Tamam, şimdi biz bileceğiz çünkü stüdyamızda musafirler ve biz sizler için onların memnuniyet ile takdim ettiğimiz. Demek Olga Sigel, Halklar Dostluk Evi'nin medeni marif bölümünün başı ve Alexandra Bondarenko, Halklar Dostluk Evi'nin rejissörü. Селям алейкум, здравствуйте. Алейкум селям, доброе утро, симферопольцы. Рада вас приветствовать у нас в гостях. Спасибо, спасибо, мы тоже очень рады, у вас очень позитивно. Спасибо большое. Как настроение, как началось ваше утро? Замечательно, стремились к вам приехать, не опоздать, не дай бог, чтобы все вовремя было, поэтому, да, с удовольствием у вас в гостях. Спасибо большое еще, что пришли к нам. Как мы уже сказали нашим телезрителям, поговорим сегодня об удивительном празднике, об удивительном фестивале, да, который пройдет в преддверии этого замечательного праздника. 4 ноября вся Россия отмечает День народного единства. Какие мероприятия запланированы на территории республики и в Симферополе? Расскажите нам, пожалуйста. 2 ноября будет проходить этнокультурный диктант, этнографический диктант в библиотеке Франко. Поэтому всех приглашаем посетить это мероприятие, написать диктант. Каждый желающий может принять участие. Совершенно верно, каждый желающий. 3 ноября у нас проходит гала-концерт Республиканского фестиваля «Соцветие культур Крыма». В 14 часов начало гала-концерта, в 13 часов начало выставки декоративно-прикладного искусства и непосредственно это все будет проходить в Доме культуры профсоюзов. А 4 числа еще мероприятие на площади Ленина, где будут выставлены наши национальные павильоны Дома дружбы народов. И будут выставки проводиться в этих павильонах. Что касается фестиваля, да, который пройдет в преддверии праздника, яркий, красочный, расскажите нам, пожалуйста, подробнее об этом фестивале. Это фестиваль-конкурс, то есть будут участники, соответственно, победители, так ли это? Да, это фестиваль-конкурс. Вы знаете, для того, чтобы жить в единстве, в дружбе, в мире, надо познавать народ, надо знать его душу. А душа народа – это культура, поэтому мы должны знать традиции, обычаи, культуру народов Крыма. И, собственно, этому посвящен наш фестиваль. Фестиваль проходит уже 4-й год. Если ранее 3 года мы проводили фестиваль 1 раз в канун народного единства, это всегда у нас в канун народного единства проходит фестиваль, то в этом году у нас 2 этапа. Был отборочный и заключительный. Отборочный тур прошел у нас в регионах. Мы специально выезжали в регионы нашего Крыма. Мы посетили Октябрьское, Красногвардейский район, замечательно там провели, там более 30 заявок было, то есть это 300 где-то участников. Затем в Раздольном районе, в ПГТ Раздольное, тоже на базе районного дома культуры, там уже более 40 заявок было и, естественно, более участников, наверное, около 500. И затем мы провели в Красноперекопском районе, в селе Ишунь, это сельский дом культуры. И там уже 49 заявок, то есть желающих было очень много. И я хочу, пользуясь случаем, поблагодарить работников культуры, которые нам очень помогали во всех районах. Спасибо им огромное. Кроме того, что мы проводили фестиваль
конкурс, то есть участники на конкурсной основе выступали. Пока жюри определяло результат, и мы привозили еще программу «Широка страна родная». Да? «Широка страна моя родная». Да, «Широка страна моя родная». Что это? Это концертная тематическая программа, представьте себе. Мы привозили лучшие творческие коллективы Крыма, которые в прошлом году уже стали лауреатами. И сельские жители могли увидеть, представьте себе, выступления лучших коллективов. Это было замечательно. И вот 3 ноября у нас будет уже заключительный этап фестиваля «Соцветие культуры Крыма», где будут участвовать лауреаты уже всех этих отборочных туров. Представьте, с какой гордостью они, с какой радостью они приедут на такую достаточно серьезную сцену в Доме культуры профсоюзов, где будет и экран, и декорации, и огромные залы, а приедут коллективы сельские. То есть для них это большая радость, для них это огромнейший праздник. И у нас, почему мы еще проводим этот праздник в канун такого дня, да, потому что культура – это единение, да, и у нас как раз единение, многообразие культур. Мы показываем многообразие культур. Вот о заключительном этапе расскажет наш режиссер. Да, Расскажите, как проходит подготовка. хочу немножечко добавить о том, что в сельских местностях, да, в которых мы были, действительно очень талантливые коллективы. Мы были приятно удивлены, они действительно на уровне. И мы, конечно же, пригласили лауреатов сюда на нашу сцену. Я думаю, что они будут смотреться очень замечательно на ней. 3 ноября в Дворце культуры профсоюзов начало нашего мероприятия в 2 часа. Это заключительный гала-концерт с участием лучших творческих коллективов Республики Крым. Вас ожидает, всех зрителей ожидает замечательный пролог театрализованный. И также концертные номера с участием коллективов, в которых будет представлены различные культуры народов, проживающих в нашей Республике Крым. Это, конечно же, славянские народы, это, конечно же, культура крымско-татарского народа, молдавского, болгарского, греческого. То есть практически все народы, проживающие на нашем полуострове, могут насладиться творчеством своих соотечественников, скажем так. Мы приглашаем всех желающих. Также будет выставка декоративно-прикладного искусства, которую национальная культурная автономия будет представлять. И коллективы участвуют в гала-концерте, именно коллективы национально-культурных автономий. Понимаете, это очень важно. И будет также дегустация, презентация национальной кухни. То есть это у нас традиция, обязательно нас с удовольствием готовят национально-культурной автономии блюда своих народов и угощают, и тут же выставка, то есть предметы искусства, такое сочетание интересное. С 13 часов начало выставки, поэтому симферопольцы смогут сначала познакомиться с выставкой, продегустировать блюда, и потом с таким замечательным чувством прийти, присесть и посмотреть гала-концерт. Да, около 40 коллективов примут участие в нашем гала-концерте. Это лучшие из лучших. Это лучшие из лучших, всех регионов, да? Из всех регионов. Будет определяться победитель? Нет, это будет как показательное, можно сказать, выступление. Также коллективы уже давно любимые нами вот, примут участие. То есть это будет большой дружный концерт, и это очень символично. Я думаю, что он приурочен к Дню единения славян, потому что все культуры, все народы, которые проживают в нашей Республике Крым, встретятся на одной большой, красивой, чудесной сцене. Это будет замечательный праздник. Мы приглашаем всех крымчан. Обязательно приходите, вы не пожалеете. А что за театральная постановка, предисловие к концерту будет, скажем так? Расскажите нам немножко секрет. Да, немножко расскажу вам, конечно. Это, правда, тайна, чтобы было интересно, но в этом году мы выбрали такое направление, что все народы Крыма – это большой-большой букет цветов,
И каждый из этих цветков имеет Каждый неповторимый- народ имеет свой да, цветок. свой цветок, Это символ. Символ, да. И каждый На народ самом деле. неповторим так же, как цветок прекрасен по-своему, и каждый народ прекрасен по-своему, поэтому вот у нас в этом году такая тема мероприятия. Мгм. И там будет сюрприз. Мгм. И Замечательно. не один, да, сюрпризы будут. Великий деятель крымско-татарского народа Нуман Челебишхан так и говорил о Крыме, что Крым – это букет цветов, Да, которые совершенно. собраны яркие, красивые цветы. И я уверена, что в этом убедятся наши зрители, гости вашего концерта, когда посетят это замечательное, мы уверены, что яркое мероприятие, где каждый народ по достоинству представит свою культуру и покажет ее на высочайшем уровне. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали нам о мероприятии, пригласили его. Я думаю, что наши телезрители с удовольствием его посетят. Спасибо И большое. вам Спасибо. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. Хорошего дня. Олеже сайғылы достар, көресіңіз не қадар мерақлы, мерасим айлерде олачақ, оны қачырмаңыз, бізді зиярет етежеміз, сіздің де зиярет етмеге чағырамыз. Вешімді біз енді музыкалық тенефюз япып, бір музыкалық клипні сейретмеге теклиф етеміз.